Даже говоря как раз-таки о эффективности рекламы, есть же конкретная схема, скажем, того, как она работает. И интересно, тоже хотелось бы разобрать эту схему, потому что она очень проста. Первое — это сбор информации о человеке. Второе — это, как они называют, мишень воздействия. То есть найти слабости у человека, какие есть, какие у него есть желания, какие у него есть потребности. Далее расставляются приманки на человека, да, то есть для того, чтобы поймать, заинтересовать, проявить интерес. И, естественно, аттракция, вызывание доверия к человеку и подвод к продажам. И сами даже названия вот эти — мишень воздействия, приманки. Ты понимаешь, что реально идет охота. А как по-другому? На кошелек. Охота за, на деньги человека. за вниманием. А вот даже теперь давайте мы таким. все отбросим и подумаем, а зачем на самом деле идет охота? Вот если мы уберем финансовую сторону вообще, что такое деньги? Ресурс. Эквивалент Энергия. времени жизни. Совершенно правильно. Время Эквивалент жизни, внимания и времени жизни человека. Ведь человек отдает свои деньги, а деньги для него — это что? Опять-таки, это время и внимание. Охота за вниманием, вот в буквальном смысле слова. Ну, просто это перевели в какую-то бумажку, а сейчас вообще в цифру, вообще не в что, даже бумажку убрали. Просто параллель действительно такая проводится между тем, как рекламщики, маркетологи охотятся за нашим вниманием, и как за ним охотится сознание, система именно. А как по-другому? И абсолютно все идентично, фрактально так все глядя. повторяется. Для тех, кто действительно изучает, как работает сознание, я не беру просто нейрофизиологов, они наблюдают с другой стороны, они смотрят за реакцией нейронов. А я имею в виду тех людей, которые наблюдают в себе, изучают это все довольно-таки добросовестно. Для тех нет секрета, что сознание, оно главный охотник. Зачем? За внимание. И внимание — это самое важное и самое ценное, зачем гоняется сознание. Для него это ее пища, это ее жизнь. И вот посмотрите, опять-таки, почему люди стремятся, работают, что на галерах, извините за выражение, а те же артисты и все остальное. Для чего? Чтобы выскочить на сцену, чтобы его все узнавали и тому подобное. Поймать внимание. Что им руководит? Привлечение внимания, масса. Опять же, и причем они не только, концерт — это только видимая часть. Большее время — это посещение всяких, скажем, эфиров прямых, массовых, скажем, скоплений людей, максимально быть на виду. Ну правильно, потому что они должны поддерживаться, они должны постоянно привлекать к себе внимание. Они как раз и должны создавать свой собственный имидж, чем-то привлекать. Охота за вниманием, в буквальном смысле слова. Чем организуется это именно, знаете, вызов такого эмоционального всплеска у людей. Вспомнилось еще и до 3 века, до нашей эры, и сейчас есть вот эта профессия клокеры, которые хлопальщики профессиональные. Профессиональные Да, хлопальщики. которые, в принципе, за деньги либо освистывают, если Или не угоден, поддерживают. либо поддерживают. И Ну и вспомнилось- сейчас таких много. Да. Причем вспомнить тоже, как Шаляпин когда описывал, когда он там в Милан приехал, и именно там свой концерт был, первая премьера, и он говорил о том, что приходят и предлагают поддержать, скажем, аплодисментами его выступление, либо в противном случае будет Засвистать, по-другому. да. Да, но куда направляется вся эта То есть банально энергия? рэкет, да, такой? Да, вот такой вот в культурной среде. В культурной среде, да, культурный рэкет. Да. Но куда направляется вот этот весь всплеск и все это внимание людей? И тоже вот маркетологи же они понимают, что как раз-таки сильные эмоции толпы — это тот лучший вход, скажем, для манипуляции, для А вкладок. как же, И конечно. тот же событийный маркетинг, Конечно. как много его, именно события. Больше всего, наверное, и на концертах различные там бренды и рекламируют себя. Так что вопрос довольно серьезный на сегодняшний день мы подняли. И еще маркетологи и вся реклама работают в сфере, скажем, надежд, страхов. Скажем, то, что, мысль простая, я упрощу мысль, что, в общем-то, они начинают замещать собой религию. То, что делала религия. То есть они начинают отвечать на какие-то глубинные потребности вроде бы человека, но религия материалиста. Именно потребности Потребители. трехмерного мира. То есть реклама сейчас, как для меня, по крайней мере, это такая как бы новая религия потребителя. Ну, это Инструмент. же так и есть на самом деле, если посмотреть правде в глаза. И как только человек начинает заниматься духовным, хотя бы наблюдать за собой. Вот, например, если компьютер работает, почему-то внезапно активность проявляет, мы же замечаем, понимаем, что вирус. А если у нас сознание напрягается, вдруг чего-то начало хотеть, нормально, все хорошо, все как бы. Ну это же сознание, это ж мы. Это ж мы.
И вот здесь парадокс, конечно, срабатывает. Ну как можно не заметить, что сознание работает против тебя, а не на тебя? Это быть абсолютно подконтрольным ему. Разве не так? А как по-другому? Когда она постоянно активничает, рассказывает человеку то, что ему 7 лет не нужно. Вот он не заказывал, а оно ему боевики в голове устраивает, а ему, извините, мелодрамы захотелось в это время, да? Или же наоборот. Почему оно так поступает и почему оно так делает? Простой вопрос, что неужели никто не задается? Кушать хочет, внимание. Так самое интересное, что это же было известно испокон веков. И древние религии, и новые религии. Ну как новые, последние, скажем, те, что на сегодняшний день доминирующие религии. Разве в них об этом не говорилось? Говорилось. Разве пусть сейчас в переделанном виде, закамуфлированном, но все равно об этом же самом говорится. Вот уже, Игорь Михайлович, коснулись темы религии, и тоже вспомнила, что вначале, когда вы рассказывали про эксперимент, говорили о том, что возможно такое влияние на людей, вкладки определенные, и вспомнила, что ведь большинство религиозных служений, скажем так, они проходят в определенное время, они строго по расписанию проходят. Ну, Конечно. я сейчас вспомню, скажем, новость, которая встретилась в интернете, это то, что в последнее время Ватикан запускает такое интернет-приложение «Электронные четки», где он там ежедневно присылает людям определенную молитву с определенными словами в определенное время, призывает всех присоединиться к вот такому богослужению. И что удивило людей, что собирается очень странная информация, скажем, вес человека, его рост, его географическое местоположение, там, пол человека, право на совершение там, звонка ему, то есть разрешение на этот звонок. И это же тоже может быть опасный момент, когда если человек знает точно время, когда куча людей подключается Скажем вместе. Так, давай вот это, что ты сейчас озвучила, информация интересная, но мы ее не касаемся. Почему? Потому что у них, возможно, на то есть какие-то основания, зачем им мой вес, телефон и все остальное в этом их новом гаджете, да? Но я во всяком случае хочу верить и надеюсь на то, что все-таки они его разрабатывают для того, чтобы как-то помочь людям в их духовном пути. А вот упрощу то, что ты говоришь. Ведь служения в религиях, они происходят в одно и то же время, в определенные дни. Вот, к примеру. Люди настраиваются на какое-то определенное действие. Конечно, здесь, если человек действительно настроен на Бога, все внимание у него вложено, извините, в любовь, в радость, никакая реклама работать не будет, это понятно. Но большинство людей в религии, они используют те установки, к которым их приучили. То есть они пришли и просят о чем-то материальном, о здоровье, о каких-то благополучии, просто материальное. И произносят определенные молитвы в соответствии с днями, с богослужением, со временем. И вот простой вопрос: может ли оператор к ним подключиться? Конечно, может. Легко. А главное знать, что люди делают в определенное время. Это как инструмент. Я проще скажу: человек переходит через дорогу, загорается зеленый свет ему, и вот это может являться тем маячком, с которым может срезонировать и благодаря которому, оператор может подключиться. И те люди, которые будут переходить через этот переход, могут идти в соседний Макдональдс и покупать. Я не скажу, что все 100% пойдут, но заставить, вот как эксперимент показал, легко можно 70%, даже больше, заставить пойти в Макдональдс, купить гамбургеры. Еще 10% зайдет, но они купят что-нибудь другое, но они все равно зайдут в Макдональдс. 20% может отсеяться, но все зависит опять-таки от оператора, условий и тому подобное. Но это легко организовать. Вот исходя опять-таки из того, что мы обсудили. И опять же, те, кто подверглись такому влиянию, они создают спрос. Кто-то на них смотрит, и даже если у него это не было, но он все равно пошел, потому что другие это берут. Эффект толпы. Да, эффект толпы. Зеркальные нейроны, которые делают из людей животных, да? А с одной стороны, они помогают развиваться, это же удел первичного сознания. Для чего зеркальные нейроны, на что они работают? Это удел первичного сознания. Это есть и у животных, это есть и у людей. Почему? Если одна обезьянка взяла палку и ударила другую, то все обезьянки начинают повторять точно так же. Они видят эффект и также поступают. Так же и люди. Поэтому и мы подвержены
вот этому эффекту толпы благодаря функции, скажем так, первичного сознания. Все просто на самом деле. Но с другой стороны, если человек, скажем, способен к анализу, даже к самоанализу, скажем так, он наблюдает за своим сознанием и хотя бы элементарно отсеивает ненужные мысли, он контролирует их и умеет это делать, даже будучи атеистом или кем угодно, это уже хоть какой-то, но антивирус в его голове от всех этих реклам, о которых мы вот сейчас говорили сегодня. Страшно, жутко, но возможно. А если человек вне зависимости от религии, а в действительности живет любовью к Богу, то есть какой бы он религии ни был, и его, скажем так, его внимание направлено на божественное, на созидательное, то опять-таки такому человеку тяжело как третьим силам, так, извините, и оператору будет достучаться и навязать ему какую-то рекламу. Ну так же, все же просто. Даже если оно возникнет, он заметит, но он ее не заметит сделает. и не отреагирует, правильно. Потому что он умеет и знает, как с этими приходящими мыслями поступать правильно, чтобы они не стали его навязчивой идеей, правильно? Не уложил внимание, все, он уже не приходит. Потому что норма нет. Конечно. Теперь уже становится понятным, почему же главной суперзадачей, скажем, и пиара, и маркетологов является как раз-таки перевод внимания, скажем, перевод отключения именно вот этой критического мышления логического. Совершенно правильно. То есть именно перевод из левого полушария, скажем, на правое, да, то есть именно это на так эмоции, говорят, образы. Оно чуть по-другому, но в общем-то это работает то, что проходит мимо сознания, мимо, то это восприятие. Активация нейронов. Да. Просто напрямую. Когда нейрончики уже, извините, начали работать, уже поздно пить боржоми. Уже химия пошла. Химия пошла, желание возникло. Конечно. И уже человек попал. Так вот проще говоря. А я скажу, самое важное — это чтобы хорошо был настроен антивирус. Лучше любить Бога, дорогие друзья, чем быть рабом у каких-то слишком жадных бизнесменов. Поэтому никогда не опускайте щит, и никакая глупость к вам не придет.